Шум строительной техники на этом объекте не утихает с раннего утра и до позднего вечера. Более 20 рабочих ежедневно, не покладая рук, трудятся на площадке, чтобы максимально быстро и в срок завершить строительство дополнительных корпусов школы. Ислам Арсельгов – один из тех молодых специалистов, которые, несмотря на небольшой опыт, очень ответственно подходят к своему делу. Работа несложная, но, учитывая важность объекта, требует особого подхода, считает Ислам, и ошибок здесь быть не должно. Наших детей строится для будущего нашего народа. Ответственность по-любому есть. Условия отличные. Устраивает вас? Нормально. Работать можно. Учебное заведение было построено почти полвека назад и уже давно нуждалось в реконструкции. Согласно плану, рабочие сейчас сносят 2 старых корпуса школы, а на их месте построят 2 новых трехэтажных блока. Ранее уже были выполнены работы по устройству котлована, грунтовой подушки и бетонного основания. Сейчас здесь подготавливают грунт под главный блок здания. Сзади меня сейчас идет отрывка котлована на новый центральный корпус. Он увеличивается почти в 2 раза, и за счет этого у нас, значит, идет увеличение количества учащихся с 920 до 1600. И сзади еще построен там новый корпус со спортзалами, актовым залом, значит, вспомогательные эти все помещения по трудовому обучению. В общем, идет расширение школы, 2 раза расширяется школа. Стройка стройкой, а занятия никто не отменял. В соседнем корпусе идет учебный процесс. Для некоторых школьников это последний год обучения, и они уже не застанут грядущие изменения. А другие с нетерпением ждут, когда в следующем году они смогут переступить порог своей родной школы, но уже в обновленном виде. Эмоции самые радостные. Я люблю очень предмет химии, и на данный момент в нашей школе нет лаборатории, где мы можем заниматься какими-то экспериментами, проводить какие-то эксперименты. И радует то, что в следующем году, в 11 классе, у нас уже будет своя лаборатория, где мы будем проводить опыты и эксперименты по данному предмету. Сейчас в нашей школе идет такая глобальная перестройка, но, к сожалению, в этом году мы уходим. Но приятно осознавать, что будущие первые классы будут учиться в таких комфортных условиях, у них будут новые кабинеты, столовые, спортзал, библиотека и так далее. Изначально перед руководством школы встал вопрос о том, куда определить почти половину всех учащихся в период реконструкции. Как вариант, было предложено на время перевести детей в близлежащие школы, но посовещавшись, было решено следовать поговорке «в тесноте да не в обиде», и ученики остались в родной альма-матер. Согласовав этот вопрос с родительским комитетом школы, с управлением образования и Министерством образования и науки Республики Ингушетия, мы решили, что более-менее оптимальный вариант, чтобы дети занимались в здании этой школы и в 3 смены. Нам, конечно, тяжеловато, но так как дети находятся здесь, родителям легче. Сейчас ребятам приходится ютиться в небольших кабинетах, но с окончанием реконструкции двухсменный режим обучения в 3-й школе навсегда останется в прошлом. К тому же в плане спортивной и культурной составляющей жизни школы все будет на должном уровне, говорят специалисты. 2 новых спортзала и большой современный актовый зал не оставят равнодушными учащихся. Согласно плану реконструкции, прилегающая к школе территория также претерпит существенные изменения. Во дворе будет оборудована физкультурно-спортивная зона-площадка для игр и зона отдыха. Также здесь благоустроят тротуарные дорожки, установят скамейки, проведут озеленение и освещение. Завершение всех строительных работ планируется уже к концу следующего года. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.